Евразийский конгресс по реконструктивной и челюстно-лицевой хирургии проходит в Уфе. На базе клиники БГМУ и Всероссийского центра глазной и пластической хирургии состоялись уникальные операции. Обсудим подробно вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Евгений Чонзонов, директор Института онкологии Томска, а также профессор, академик РАН, главный внештатный специалист-онколог по Сибирскому федеральному округу. Евгений Царенович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Ждем от вас комментарии, самые главные заявления Конгресса, да, почему это важно проводить именно сейчас? Вы знаете, вопросы, которые поднимаются на этом Конгрессе, они важны для практического здравоохранения. Сегодня медицина развивается очень бурно, выполняется обширное оперативное вмешательство, и мы должны восстановить утраченные органы, ткани, структуры, для того, чтобы качество жизни наших больных было приемлемым, чтобы они могли вернуться в семью, чтобы они могли вернуться в тот социум, из которого они пришли, будучи уже больными людьми. И вот эта задача стоят как раз именно перед пластическими хирургами. Дело в том, что вот та специальность, которую я представляю, это злокачественные опухоли головы и шеи, вот как раз одна из самых таких трагичных специальностей в онкологии. И мы, убирая, к примеру, верхнюю челюсть, вынуждены оперировать и глазное яблоко, вынуждены оперировать язык, нижнюю челюсть. И это все нужно восстанавливать, чтобы, так сказать, не калечить, не уродовать нашего пациента. И вот как раз именно реконструктивно-пластические вопросы, которые подняты на этой конференции, позволяют нам восстанавливать этих больных. И косметический, эстетический эффект наших оперативных вмешательств на сегодняшний день, вы знаете, поднялся на очень высокий уровень. Расскажите, пожалуйста, какие современные методики существуют? Вы знаете, я не буду углубляться в эту проблему, но хочу сказать следующее. Возможностей очень много. Есть это понятие аутотрансплантации, то есть когда собственными тканями организма больного можно восстановить, допустим, среднюю зону лица, нижнюю челюсть. Это берется малоберцовая кость, кожа, мышцы, и восстанавливаются утраченные структуры, которые поражены опухолевым процессом. А есть такое понятие аутотрансплантации, когда берется, допустим, имплант биокерамический и восстанавливается, к примеру, верхняя челюсть. То есть сегодня медицинская наука продвинулась очень далеко. И я должен сказать, что вот та программа, которая сегодня поставлена президентом нашей страны, увеличить раннюю диагностику, увеличить продолжительность жизни пациентов онкологического профиля, она, безусловно, должна быть выполнена. Это первейшая задача не только медицины вообще, но и онкологии в частности. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете уровень оказания вот такой помощи, да, в российских регионах и, в частности, в Башкортостане, может быть, вы знаете опыт. Какой опыт у Томска есть в этом направлении? Безусловно, я знаю опыт работы наших башкирских коллег-онкологов. Мы регулярно встречаемся на разных конференциях и российского, так сказать, и международного масштаба. И хочу сказать, башкирские, к счастью, вы знаете, к радости местных жителей, что башкирские онкологи ни в чем не уступают по своей методической оснащенности, по технической оснащенности лучшим российским клиникам. И здесь есть достаточно большое количество опытных специалистов, которые, проводят уникальные операции. И надо сказать, что ваши коллеги, ваши хирурги, онкологи защищались в нашем диссертационном совете, причем защищались очень успешно. Вы знаете, я должен порадоваться за них и сказать о том, что если вот таким же образом будет руководство республики уделять внимание этой тяжелейшей отрасли медицины, то за башкирских онкологов, реконструктивно-пластических хирургов не будет стыдно. Спасибо большое за добрые слова. Расскажите, пожалуйста, вот насколько распространена эта заболеваемость, да, злокачественной опухоли? Все-таки на первых местах это женские болезни, да, вот миомы, если не ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. Все-таки вот слово вам здесь. Да, вы знаете, в Российской Федерации примерно 600 тысяч
больных ежегодно выявляется со злокачественными образованиями. И на первом месте, к сожалению, у женщин это злокачественные опухоли молочной железы, а у мужчин это рак легкого. И вы знаете, сегодня ситуация должна поменяться в сторону раннего выявления, в сторону профилактики злокачественных образований. К большому сожалению, не все сегодня звенья врачебного, так сказать, сообщества готовы диагностировать злокачественные опухоли на ранних стадиях. А вот эта разразившаяся пандемия последние 1,5 года, безусловно, снизила, вы знаете, выявляемость. Почему? Потому что ряд ограничительных мероприятий не позволили нашим пациентам своевременно прийти к врачу-онкологу. И вот эта затянутость обращения привела к тому, что на ранних этапах, на ранних стадиях злокачественного процесса опухоли стали выявляться реже. И вот эта отсроченность оказания лечебной помощи приводит к тому, что эффективность нашей онкологической помощи несколько снизилась. Но я думаю, эта ситуация поменяется в самое ближайшее время. Вновь сейчас стала проводиться диспансеризация населения, вновь стали работать программы по раннему выявлению, то есть скринирующие программы. И мы упущенную ситуацию наверстаем. Но для этого нужно время, для этого нужно терпение. Ну а самое главное, нужен профессионализм первичного врачебного звена. По мерам снижения влияния пандемии коронавируса, да, что еще говорят в медицинском сообществе, вот конкретно на Конгрессе? Вы знаете, Конгресс только начал свою работу, мы провели первое пленарное заседание, вот сейчас идут секционные заседания наших коллег по разным направлениям: урология, травматология, челюстно-лицевая хирургия. И здесь, я думаю, вот я внимательно знакомился с программой, там очень злободневные вопросы подняты. И я думаю, мы подведем итоги вместе с вами работе этого Конгресса. И хочу сказать, что подобные мероприятия надо проводить не только в столичных городах, надо проводить и в регионах с тем, чтобы большее количество врачей региона того или иного были привлечены к этой большой и сложной работе. Я думаю, пандемия отступит, и мы с вами вместе сможем наблюдать успехи, значит, башкирских онкологов, российских онкологов, томских онкологов, и результаты будут представлены в самое ближайшее время. Евгений Царенович, мы понимаем, что во время пандемии коронавируса ценность человеческой жизни и здоровья многие поняли, да, те, кто до этого, может быть, не обращал до этого внимания. Какие могут быть ваши рекомендации для телезрителей нашего телеканала, как беречь здоровье и как обезопасить себя от онкологии? Что говорит ваш опыт? Вот чаще всего почему так появляется это заболевание? Вы знаете, здоровье человеческое бесценно, и это здоровье надо беречь не только в период пандемии, и в межпандемийный период, и после пандемии. И хочу сказать, что если человек будет бережно относиться к своему здоровью, вести здоровый образ жизни, своевременно обращаться к врачебному сообществу с разными проблемами, хроническими заболеваниями, которые надо лечить, а ведь порой хронические заболевания являются причиной многих злокачественных образований. Несвоевременно леченная хроника переходит в злокачественный процесс. И вот в этой ситуации, я должен сказать, надо отказаться от пагубных привычек, таких как курение, таких как алкоголь. Вы знаете, сегодня наша задача, чтобы каждый из нас вел здоровый образ жизни. И тогда болезнь отступит на какой-то период времени. Но если мы будем посещать профилактические кабинеты, постоянно быть в поле зрения врача, диспансерного учета, тогда, значит, я думаю, здоровье нашей нации позволит, как провозгласил президент Владимир Владимирович Путин, дожить до 78, 80 лет и больше. И ваши слова медикам, коллегам, Евгений Царенович. Вы знаете, я хочу обратиться не только к медикам, я хочу обратиться
населению такой уважаемой мною республики Башкортостан. Сегодня в условиях пандемии здоровье будет зависеть не только от медиков, но и от вас. Прежде всего должна проводиться вакцинация. Вот я сам переболел коронавирусной инфекцией. Это уже год прошел. После того, как титр антител стал снижаться, я провакцинировался спутником ВИ. Причем 2 точки. И на сегодняшний день соблюдаю санитарно-эпидемиологические требования, которые есть у нас. А обращаясь к врачам, хочу сказать, знаете, всегда медицинское сообщество отличалось таким сердоболием, гуманностью к нашим с вами согражданам. И каждая человеческая жизнь, она должна быть дорога нам. Почему? Потому что другой раз ее не будет. Да, спасибо вам большое, Евгений Цыренович. Сегодня гостем программы «Интервью» был Евгений Чонзонов, профессор, академик РАН, главный внештатный специалист-онколог по Сибирскому федеральному округу, а также директор НИИ онкологии Томского НИМЦ. Спасибо вам большое еще раз. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Будьте